свои 7 лет Аиша лучше других знает, что такое одиночество и предательство самых близких. Она долгое время, день за днем терпела издевательства, но теперь все самое страшное позади. На руках у детского омбудсмена Ингушетии Заримы Чехкиева, едва справляясь с усталостью, Аиша скажет несколько слов перед камерой. Она что-нибудь говорит, разговаривает? Я могу разговаривать. Она может разговаривать. В аэропорту Шереметьево ее, маленькую, но такую стойкую и мужественную, встречают десятки взрослых. Через несколько минут Аишу посадят в машину скорой и отвезут в больницу, где врачи уже готовятся встретить пациентку из Ингушетии. На теле этого ребенка десятки ран. Она испытала такое, что не каждому взрослому под силу вынести. Это укус, походу. Вот это укус. Вот это все шрамы, рубцы, эти старые. По сведениям правоохранителей, все эти увечья, десятки шрамов, переломы, ожоги третьей степени и даже укусы появились у девочки по вине родной тети. С ней в Ингушетии Аиша жила последние несколько месяцев, потому что родители бросили. У матери новый роман, а отец, похоже, не очень-то интересовался судьбой дочери. В итоге, возможно, именно тетя Макка Ганиева довела ребенка до такого состояния, которое у медиков принято называть тяжелым. С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо. И без каких-то ампутаций пока нельзя. Пока нельзя. Потому что кровоток нарушен очень значительно. Говоря про ампутацию, Леонид Рошаль имеет в виду руку Аиши. Девочку избивали до такой степени, что не имели конечности. Ребенку провели операцию, одну из предстоящей серии, но даже лучшие специалисты страны осторожны в прогнозах. Я слушала разговор докторов, обнаруживая новые следы или старых ран, или переломов. Я слышала, как даже доктора, видавшие виды, ужасались, были потрясены. Эти кадры сделаны спустя несколько часов после того, как Аиша попала в больницу в Ингушетии. Туда девочку привезла тетя. Видимо, поняла в какой-то момент, без помощи медиков ребенок не выживет. Макку Ганиеву там же и задержали. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Тетя, с которой Аиша жила последние полгода, родственница по отцовской линии. Макка Ганиева замужем, у нее есть 2 сына. Кстати, сейчас допрашивают и родителей 7-летней Аиши. Первые только исследования, и они были неожиданны для нас в том, что мы нашли старые переломы ребер у ребенка, да, и нашли травму позвоночника. Конечно, возникает резонный вопрос. Если Макка Ганиева постоянно избивала Аишу, то почему молчали ее дети, супруг и соседи? Неужели не слышали криков о помощи и не видели едва живого ребенка? А может быть, просто не хотели видеть? Вопросы есть и к местным органам опеки. По некоторой информации, Ганиева уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью. Антон Талпа и Андрей Бойко. Телеканал «Звезда». Здравствуйте. Сегодня в Ингушетии раскручивают тему с девочкой, которая пострадала от рук, если правильно сказать, больной женщины. Избиение, издевательства, порезы. Буквально несколько месяцев назад в Ингушетии весь народ вышел на улицы и стоял, просил, обращались к правительству Москвы, России, правительству Ингушетии, ко всем здравомыслящим людям, чтобы приехали, посмотрели, проверили, что происходит в Ингушетии, что разворовывают бюджетные средства, что руководство Ингушетии под руководством Евкурова занимается полным беспределом. Но почему-то этот народ не услышали ни местные средства массовой информации, так называемые ингушские журналисты. Этот митинг, этот народ не услышали ни кремлевские политики, ни средства массовой информации Российской Федерации. Тогда молчали все. Буквально несколько блогеров, которые освещали эту тему, поддержали и вели
информацию, то, что происходило в Ингушетии. Но вот тогда на весь мир объявляли, говорили, сколько денег разворовывается в республике, сколько грабят, сколько воруют. Вот это есть как раз те деньги, которые должны были дойти до этих детей, до этих женщин, которые сегодня издеваются над своими детьми. Если они на самом деле нуждаются в лечении, так их нужно изолировать, нужно ими заниматься. А вот этот ролик, что это? Это то, что происходит в той же России. Тулун. В этом месте погибли сотни людей. Об этом молчат. Никто не говорит, что здесь вот те же самые дети семьями погибли, их увозят трупы, и никто об этом не говорит. Почему молчат об этой трагедии? Почему Россия сегодня так вот заинтересована освещает тему в Ингушетии одной девчонки, которая на самом деле ингушский народ в шоке от того, что произошло. Один ребенок, который и вся республика в шоке. А здесь сотни детей, женщин, семьями пострадали, тонут, погибли. И никто эту тему не освещает. Кому это нужно освещать Ингушетию и молчать здесь? Это нужно тем политикам, которые в Магасе, когда народ стоял, они молчали, они ничего не говорили. А сегодня здесь молчат. Посмотрите эти кадры, посмотрите на это видео. Никто ничего не освещает, никто ничего не говорит. Люди страдают в самой России. А вот эту девчонку раскрутили, чтобы показать негативную сторону Республики Ингушетия. Ингуши сами осудят таких негодяев, ингуши сами примут примеры от такого произвола, который произошел с этой девчонкой. Но ингуши не могут смириться тем, насколько подло, насколько ничтожно, насколько дешево выставляется информация в Ингушетии, когда в это же время в самой же России, в городе, сотни людей погибают, погибли, трупы увозят, прячут от общей информации, скрывают. Вот, пожалуйста, реальная картина того, что происходит в России. В Ингушетии произвол есть. Сегодня назначили нового исполняющего обязанности Калиматова. Люди молчат, люди ждут какого-то решения со стороны исполняющего обязанности Калиматова. Но всему есть предел, всему есть свое время в ожидании. Сегодня тоже те же самые ингуши, которые сидели при Евкурове, который Евкуров посадил в тюрьму, они сидят в тюрьме, никто не освобожден, никто не освободили, никого не освободили. Все они еще сидят в тюрьмах. Скоро очередные выборы, этих людей специально тянут, чтобы на этих выборах их не допустить. Это есть ингушские лидеры, которые заявили и показали весь предел, который происходит в Ингушетии. Но и сегодня ни Калиматов, ни местная власть, которая сегодня поддерживала Евкурова, все они находятся у власти. Все они находятся у власти, и никто пока не лишен никакой должности. Есть перетрубаться, с одного в другое место кидает. И все ждут каких-то новых переназначений. Но общий беспредел, общее беззаконие в Ингушетии до сих пор ничего не изменилось. Почему сегодня вот этот
российском городе вот это наводнение, молчат, а вот эту девочку хотят сегодня выставить и показать негативную сторону ингушей. Потому что им нужно отвлечь ситуацию от того, что происходит в России. От того, что реально происходит в России. Сотни людей убитые. Вот вам картина, то, что есть на самом деле. Поэтому, уважаемые россияне, не поддавайтесь такой дешевой провокации, такой дешевому ролику, который выставляет с негативной стороны ингушей, Ингушетии и ингушский народ. Ингуши всегда почитали старших, ингуши всегда уважали, всегда находили возможность помочь. Но вот эта ситуация, она еще до конца не ясна. Что там, как там было с этой девчонкой. Почему такую больную женщину допустили, хотя за ней было уже уголовное дело по похожей статье, что она уже вела себя где-то неправильно. Почему ее допустили до этого ребенка? Где эти структуры, которые этим занимались, которые дали это разрешение, чтобы этот ребенок жил с ней? Почему все молчат? Почему не наказан, соцслужбы не наказаны, которые должны были этим заниматься? Почему не наказаны участковые, которые должны были проследить вот это все? Молчат. Им нужно просто показать Ингушетию с негативной стороны. А вот он весь негатив. Посмотрите на эти кадры. Вот это есть сегодняшняя Россия.